стороне обвинения. А тогда мы от чего его должны защищать? От каких показаний, от каких обвинений? И невозможно и не должно быть так, что продолжаем судебное разбирательство, не зная содержания обвинения. Поэтому я прошу все-таки вернуться в правовое русло. Исполняя требования Уголовно-процессуального кодекса, это статья 253. Там четко говорится, что по окончании расследования, следствия, следователь обязан ознакомиться со всеми материалами дела. Это право, это обязанность со стороны следователя было нарушено, но вы имеете право восстановить это нарушенное наше право на ознакомление с материалами дела. Тогда давайте, почему мы оглашали, прокурор почему оглашала обвинительный акт? Может, она могла и не оглашать, и мы, не зная, в чем обвиняется, должны были здесь сидеть и защищать от чего-то абстрактного. Прошу вернуться еще раз. Прошу вернуться в правовое русло и обеспечить нас возможностью элементарно ознакомиться с материалами дела, в частности, с показаниями этих сотрудников. У меня все.